Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире на «Эхо Москвы» Уфе передача «Цифровое будущее». С вами я, Бреслер Михаил. Тема сегодняшней передачи – полдень, 21 век, обеденный перерыв. И с нами о культуре потребления пищи в будущем будут говорить Сергей Мулюков. Добрый день. И Михаил Кумпан. Добрый день. Я пригласил вас, господа, потому что вы оба, в хорошем смысле слова, фанаты своих продуктов. Сергей – это мед, Михаил – это кофе, в последнее время вино, и так вас знают и будут знать еще 50, 70 и 120 и дальше лет в городе Уфе. Михаил, да, передача следующая. Есть маленький формат. У нас делают так. Значит, мы сначала задаем вопрос одному гостю, потом другому. И если мы задаем вопросы Михаилу, то Сергей, естественно, может также задавать вопросы Михаилу, а потом Михаил Сергею. А мы не допускаем здесь, единственное, что очень тяжелое ограничение, господа, к сожалению, абстинентная лексика, тяжелое порно и мужской гомосексуализм на данной программе запрещены. Извините. Все остальное, пожалуйста. Вы можете, уважаемые радиослушатели, вы можете посылать свои сообщения, вопросы, поздравления, донаты по телефону +7 927 304 1051 927 304 1051. А мы начинаем. Михаил, вот в фантастических фильмах часто делают упор на том, что люди будущего не пьют кофе вообще, или оно запрещено, или пьют некий синтетический напиток. Вы как к этому? Мне кажется, что кофе – это продукт, который как помощник, это продукт, как, можно сказать, один из самых активно развивающихся и самый популярный сейчас. Но как вы можете себе представить, что его не будет? То есть вот я пробовал, экспериментировал несколько раз, не только я, еще и мои друзья, то есть говорят, давайте не будем пить кофе, давайте попробуем. И что тогда мы видим, какую мы видим реакцию? То есть мы становимся более спокойными, менее активными, жизнерадостными, вроде кажется, потому что мы же никуда не торопимся. А ведь когда мы становимся спокойными, значит ритм жизни, он такой становится более медленный. А кофе – это наш помощник, который помогает нам включиться в жизнь, разогнаться, получить ощущение аромата счастья. А как можно жить вот без счастья? Вот скажи, пожалуйста. Поэтому... Нельзя. Слушай, с другой стороны, у нас же в будущем, если мы фантазируем, будут роботы. Вот, и может быть нам как раз и нужно будет расслабиться. Они будут все делать, и бегать, ездить, а мы будем сидеть в кресле. А что мы будем, какие напитки пить? Да, и пить кофе. Да, вот так вот поймал. Слушай, а вот в Японии и в ряде других стран появились роботизированные кафе. Бармены, официанты, баристы, сомелье. Вот эти профессии останутся или все-таки их заменят роботы? А мы насколько глубоко по времени, насколько вперед мы смотрим? Лет 50, 70, 100. Вот, я пока, если честно, так не готов, хотя бы 50. Но пофантазировать, да? Да. Давайте, что мы имеем на сегодняшний день? Сегодня уже идут разработки, где действительно профессия физического приготовления как бариста убирается, заменяется на робота, то есть где вот ты подходишь, делаешь заказ онлайн, соответственно, ты сделал заказ, там либо есть разные приложения, особенно сейчас, конечно, мы, если смотреть страны Восточной Азии, там Сингапур, там Япония, они более передовые в технологиях, чем мы. Но они уже там сейчас, зная, где какое кафе и проходя мимо, чтобы сократить время, то есть делают заказ, онлайн приходит заказ на кассу, и они рассчитывают, через сколько им нужно, прям пишут в программе, какое молоко им добавить, да, надо ли добавлять туда сироп, или там добавить мед туда, к примеру, в напиток, то есть делают свою композицию и обозначают время приготовления, чтобы они таким образом сокращают дистанцию по времени. И подходят, забирают свой заказ, и дальше двигаются. То есть минимум тратит время только контакт, подойдя, чтобы физически забрать напиток. Так вот, есть уже проекты, в которых действительно пилотно. Я могу сказать, в России сейчас идет уже обсуждение нескольких проектов. Вот на следующей неделе лечу в Питер, хочу проверить и посмотреть, запущены ли они уже в жизнь, потому что в некоторых местах кофе-корнеры уже начинают пробовать экспериментально ставить
чтобы уже не физический человек готовил, а уже есть такие механизмы разработанные, я видел, как это в действии происходит, что действительно вместо рук, то есть вот эти все вот элементы механические, готовят кофе, забивают холдер, трамбуют его, взбивают молоко и технически готовят. это не так сложно, собственно говоря. У нас в Институте экономики и сервиса Уфимского государственного технического университета 2 аппарата, которые, в принципе, готовят кофе. Они готовят, конечно, не какой-то изысканный напиток, там более простые для студентов, ну и цена там, конечно, это студенческая. торговый автомат, ты имеешь в виду? Да, но более сложный автомат, который, автомат, который, скажем так, там робот, более сложный, технологически более продвинутый, я понимаю, да, он 0,5 миллиграмм того, 0,5 миллиграмм этого смешал, утрамбовал, а как же сесть у стойки бара и спросить, сесть у бара и спросить у бармена, в чем смысл жизни? Ну, в данном случае тогда... А как же девочка, которая приносит водичку у тебя в кафе, да, и спрашивает, вам все еще ваш элементарный олдскулный американо, или вы попробуете наш новый раф? Но этого не будет, конечно, если мы говорим... Я думаю, что... То есть все вымрут. Нет, гипотетически все-таки это останется, потому что сейчас, хоть у нас и век диджитализации, то есть мы активно двигаемся, стараемся мало времени тратить на личные контакты, больше вот я замечаю, сидят пары приходят, к примеру, там, или переговоры, все вот сидят в гаджетах, то есть сделали заказ, они не с друг другом разговаривают, а у них общение там в онлайн идет. Ну, смотри, какая пара вообще-то. Я наблюдал, просто очень скромный человек, ты отводишь глаза. Я наблюдал совсем другие ситуации, когда пары смотрят друг на друга, держат друг друга за ручки и все такое. Так вот, про тенденции, которые мы вот сейчас наблюдаем, то есть все равно есть даже места, которые... практически без гаджетов. Есть вот сейчас уже остаются отели, где ты действительно приезжаешь и гаджеты оставляешь, и люди происходит личное общение. То есть убрать полноценно, уйдет ли приготовление, я думаю, вряд ли. То есть что-то останется. Окей. И еще один вопрос. Ты знаешь, вот у тебя сейчас пошла новая тема, как бы новая любовь, это вино, новый как бы роман, это прекрасно. Весь город это поддерживает и разделяет твои чувства. Единственное, что оно требует времени, его на ходу ты ведь не выпьешь. То есть есть, знаешь, водка в маленьких стаканчиках такая производится, да, еще производилась в Советском Союзе, производится сейчас. Маленький стаканчик, запален, то есть ты сорвал, шмяк и побежал, да, в морозный день. А вот вино это что-то такое, релакс, это медленно, это по капельке цедить. Вот люди, ты же говоришь, они в будущем-то вот как бы у них будет ли время на полноценный релакс, не откажутся ли они от вина вообще? Но опять мы только можем фантазировать. Я думаю, что вот как раз если брать кофе, это напиток активной жизни, то вино это больше пауза, это как раз остановка, можно сказать. И действительно вино не требует суеты. И я думаю, что, в какой динамике мы, конечно, бы не жили, в любом случае время-то для остановки оно должно быть. И мы не можем 7/24, как роботы, двигаться. Поэтому мы находим для себя те элементы наслаждения, а вино, так же, как и кофе, это элемент наслаждения. Только первый работает в случае активации наших умственных жизненных сил, то здесь это уже вино, это расслабляющий уже элемент. Поэтому, мне кажется, будет и то, и другое. Ну, вот я просто в поддержку твоих слов приведу, что в юности у меня было очень строгое воспитание в институте. И вы знаете, мы, молодые студенты, никогда не пили вино в подворотнях. Мы пили там пиво, пили водку, а вино, даже портвейн 3 семерки, это все равно какое-то место, какая-то локация, где можно посидеть, где можно долго беседовать. Квартирники, например, могли быть. Да. Квартирники, поорать песни, ну, как бы, вот это вино, да, даже вот то же самое портвейн 3 семерки. А в подворотне из горла это другие, более простые, более эффективные напитки. А сейчас мы переходим, скажем так, к Сергею Георгиевичу. Сергей, так сказать, мы с вина, с кофе и хорики мы переключаемся на мед и вообще как бы общая наша культура нашего потребления продуктов. Слушай, а ты знаешь, вот вся история меда, она основана на традиции. Твоя история, вот я слежу за твоей рекламой, она говорит о традициях многовековых, там, тысячелетних и так далее.
в будущем это все-таки мед экзотический продукт для какой-то суперэлиты, или это просто повседневная часть нашего рациона? Я думаю, что все-таки это будет традиция. Да? То есть вот показательным примером является Европа, где традиции очень важны. Очень важны. И вот сейчас пошел такой, я скажу, даже ажиотажный спрос на бортевой мед, на мед диких пчел, и его формируют европейцы. Когда они приезжают сюда, они говорят: вы просто не понимаете, что вот то, что у вас сейчас есть, вот бортевое пчеловодство в том первозданном виде, это наша история, история Европы, когда все было, не было полей, сельхозполей, то есть было все усеяно лесами, и все пчеловодство было дикое. Когда мы все это выжгли, мы это потеряли. Когда мы приезжаем к вам и приобщаемся, мы видим нашу историю. И это у них было 1500 лет назад. Тем не менее, они это ценят и помнят. И для них этот продукт – это экопродукт, органическое земледелие, органическое пчеловодство. Они говорят, что это вопрос, это продукт будущего. То есть то, за что будут бороться потребители, когда будут искать какую-то чистоту, чистоту продукта и натуральность. Потому что мед, это будет дорого, редко. Это дорого, редко, и нужно будет это доказывать, аутентифицировать этот продукт, да? Потому что мед – это концентрат природной энергетики. То есть, если мы возьмем там 50-70 лет, а почему говорю 50-70 лет сейчас, это как 500 лет да, все ускоряется. Да, ускоряется очень быстро. То есть лет через 50 мед будет продаваться, это будет как бы в какой-то, если сейчас он в красивой упаковке, это будет какой-то очень-очень эксклюзивной упаковке. Она будет персонализирована. Она будет персонализирована. Будет золотыми и алмазами. Отработан процесс контроля, как пчелы это все его производят, скажем так, как его изготавливают, человек это будет видеть, и вплоть до каких-то персональных аутентичностей. То есть там будет надпись на этих сотах, там, дорогому Коле. Каждая пчела будет, к хвостику каждой пчелы, к жалу, точнее, будет подвешена нано-видеокамера, я так понимаю, да? Ну, достаточно камер внутри улья или бортей, чтобы обеспечить весь контроль процесса. А это интересно, только камеры будут, которые снимают, или там еще телевизор им поставить? Телевизор нужен для человека, а пчел не надо отвлекать от их процесса, они совершенно... Там же есть трутни, им же делать нечего, пускай они смотрят телевизор. У трутни есть тоже свои функции, очень важные, да, то есть это брачный танец с маткой, да. После чего они все погибают. После этого с ними безжалостно расправляются, да. Ну вот хотя бы вот период между танцами, до танца, пускай телевизор посмотрит. Слушай, а вот экология ведь со временем не улучшается. А вот мы читаем, что там то похолодание, то ли потепление, все загрязняется. Вот качество меда, оно, интересно, будет падать к концу 21 века или нет? Ведь пчела же не может сделать, скажем так, чистый мед там, где грязная экология. Нет. Я думаю, что будет график, как американские горки. То есть будет несколько трагических ситуаций, когда вот массовая гибель пчел, она должна повториться несколько раз в большем масштабе, чтобы к этой проблеме серьезно отнестись. Да, вот это будет, к сожалению. Что такое фильм «Апокалипсис», да, там? Но это мы не пройдем точку безвозврата, то есть мы вернемся, все восстановим, также и по качеству меда. То есть будут моменты, вот у нас в июне должны запустить лабораторию в Уфе, которая будет первая в России исследовать мед по международным стандартам. Вот мы этого ждем события. Но то есть с 1 июня у нас начинается новая жизнь. Но чиновники и ряд функционеров... Мы говорим о будущем. Не понимают. Через 50 лет они все будут иметь собственные пасеки. Мы поймем масштаб нечистоты нашего меда, скажем так, когда запустится лаборатория. Да. И нужно будет комплекс действий, чтобы... Но это можно каким-то образом, ты как специалист, скажи мне, вот хорошо, у нас будет лаборатория, мы поймем, что там то-то неплохо, мы сможем сделать хорошо? Лак времени 3-4 года мы вынуждены будем потратить на работу над ошибками, запуск новых технологий. Это, в принципе, эти ошибки, они устранимы? Они абсолютно устранимы, пока они не диагностируются. Вот, ну, понятно, то есть пока сложный анализ не сделаешь, не выявишь там какие-то ошибки, более тонкие, которые выявят. Поэтому будут локализованы зоны, где будет очень чистый мед. То есть вот Бурзянский, Белорецкий и Шимбайский район, чем они интересны? Тем, что там неровный рельеф, почему там не вырубили леса для сельского хозяйства, там невозможно заниматься вот текущим сельским хозяйством, нельзя распахать поля.
там горы суровые вообще-то. перепады температур зимой, да, то есть, и, соответственно, это оставило эту зону в сохранности. Вот эти зоны будут оставаться. В Европе примеры, когда в мегаполисах борются за чистоту, когда убирают автомобили, когда там электромобили, все такое, новые зеленые технологии, и когда элитные отели на крыше своих отелей ставят ульи, и пятизвездочные отели кормят постояльцев на завтрак медом, собранных с своих Подожди, крыш. а пчелам недалеко ли летать? Одно дело, улей стоит на земле, они там слетали на полянку, а тут с 9-го этажа там... Нет, им недалеко летать, тем более сейчас есть технологии, когда медоносы выращивают рядом с ними. Там прямо же на крыше В том растут числе, цветочки. В том числе. Создают среду сразу для Да, разных это экосфера определенная, то есть новосфера Слушай, создается. это интересно, да. И это Даже зона просто чистоты. Мне бы интересно было, вот я этот самый горожанин абсолютно, мне интересно было бы подняться на крышу отеля, посмотреть на пчелок. И попробовать мед на завтрак. Круто. Слушай, а вот по поводу пчел, в 2006 году, то есть еще 14 лет назад, был расшифрован геном пчелы. 4 года назад в Токио вывели генно-модифицированную пчелу. Вот мы действительно идем к тому, что как в «Симпсонах» было, родились там какие-то супер пчелы, которые не болеют, которых тапком не убьешь, которые очень умные и так далее. Ну, я считаю, что в Божий промысел нельзя вмешиваться. Это все какие-то детские игры в песочнице. То есть пройдет 10-20 лет, когда ученые убедятся, что нельзя это делать, очень много будет побочных эффектов. То есть нужно брать от природы то, что оно дает в первозданном виде. То есть ценить Нет, то, что если есть. сделать пчелу побольше, например, и подобрее, она больше меда будет собирать, то есть эффективнее. Там цепочка причинно-следственной связи на самом деле нельзя. То есть есть строение, есть строение цветка, да, то есть размер хоботка, которым собирает она, то есть вес пчелы. То есть здесь нужно какие-то супер цветы выращивать, липовых деревьев, да, то есть здесь это Магнолия. мы входим в отрасль Бога, как бы, да. Я понимаю, Нельзя. Бог это нет, это круто, ради Бога мы ничего не трогаем, но, например, вот если ты говоришь, будет гибели пчел, да, просто клонировать там хороших и здоровых пчелок, которые не занимаются какой-то вот этой безобразией, не болеют, там прочее, это тоже плохо, да? Это плохо вот в том формате, о котором ты сказал, но есть хорошие примеры вот у нас в республике. То есть есть республиканский проект, называется «Алтын-Сулок». То есть он уже действует 3-й год, этот проект. То есть территория заповедников, она считается территория, где мораторий на ввоз чужих пчел, и там развивается наша башкирская популяция пчелы. Под вид подожди, вот это будет... Я учил биологию в школе, и там нам говорили, что если нет если получается чистая линия, нет скрещения разного рода животных, то они более хрупкие, более такие подвержены болезням. Нет? Нет, не так. Пчел не так, да? Нет, у пчел нет. Это долгий разговор. Здесь Окей, мы говорим о будущем, и мне все-таки хотелось бы, чтобы в будущем пчелы рождались естественным путем, и мед бы делали естественным путем. У нас все для этого есть в республике. И у нас, главное, все это есть, и останется. И я уверен, что останется, да. Останется. Значит, вот, господа, я хочу вам доложить, и Михаилу Васильевичу тоже, он просто очень занят, подсчитывает свои убытки. Нет, я смотрю, обратил внимание... Сколько лайков у нас на Фейсбуке? Вы посмотрели нашу программу? Нет, я посмотрел, обратил внимание, что, оказывается, есть один винодел, зовут его Мануэль, значит, Манель. Он... Это не реклама, господа? Да, этот винодел добавляет к себе мед, то есть в каву. И на кава, сорт вина. Кава это испанские как раз разновидности игристых вин. Кава. Понятно, все понятно. Да. Так вот, и оказывается, насколько интеграция продукта, то есть меда, она широко применяется. Видишь? Слушай, я согласен, и в принципе медовуха, то есть делать вино из меда, это многие тысячи лет назад уже было, и вполне логично. 2 чистых продукта, кстати, чтобы вы знали, господа, поскольку я немножко такой экскурс в иудаизм, кстати, в исламе тоже, виноград и мед в иудаизме — это 2 чистых продукта, которые не прикасается плохой человек. Как-то так. Считается, да? Виноградную лость голубь принес Ною, вот,
притащил в клюве, а пчелы это тоже как бы совсем... Божье создание. Да, ну мы все Божьи создания, но они как бы не люди, они ноги не пачкают, не мухи. Вот. А они тоже, так сказать, от цветочка к цветочку. Ну и вот мед и вино, два действительно реально чистых, на 100% чистых продукта. А я хочу вас все-таки немножко вернуть в будущее. Почему? Потому что и сегодня Институт цифрового будущего, Институт научного прогнозирования цифрового будущего, который сейчас создается в Институте экономики и сервиса Уфимского государственного нефтяного технического университета, провел исследование среди студентов. И там был ряд вопросов, оно длинное, научное, я просто посвящу вас просто в ряд вопросов. Так вот, человеческий фактор в ресторанах, то есть человек-бармен, человек-официант, человек-повар, поддержало большинство студентов, 90%. Угу. Вот. Кухня будет стремиться в сторону изысканности, инновации, в том числе и синтетических продуктов, или будет традиционная 50/50. То есть проголосовало одинаковое количество и за традиционную кухню, и за новаторскую. А вот интересно, студенты считают, что люди будут посещать рестораны, кафе, они там будут искать атмосферу, общение и так далее, но 70%, ну, на самом деле 80%, высказалось за домашнюю кухню и продукты питания естественного происхождения. То есть будущее у нас, вот люди хотят так. А вот насколько, господа, у меня к вам обоим вопрос, насколько это реально? Естественная экологическая пища, домашняя кухня, вот, люди-повара. Насколько, да, наверное, следует Михаилу, да, по поводу людей-поваров. Давайте сейчас с него начнем опять. А люди-повара, традиционная кухня, то есть как бы домашняя в ресторанах будущего. Ведь это же получится очень дорого, да? Роботы гораздо дешевле. Ну, наверное, больше почему идет автоматизация. Конечно, с одной стороны, это и удешевление рабочей силы, то есть, безусловно, да? Но на сегодняшний день, ну, чисто если посмотреть наперед, то есть уже идут разработки, чтобы даже роботы имели составлять так баланс, как вот мы их запрограммируем. То есть вот любишь ты, к примеру, там салат, там наш, ну, как бы любимый цезарь, да, ты знаешь, там, из чего он состоит, там, с компонентов. Вот это все программируется. Ну, это, естественно, это достаточно просто, собственно говоря. И он, конечно, нам, безусловно, будет упрощать жизнь, то есть само приготовление. Но если мы хотим, чтобы вот эта человеческая особенность, которая живет в нам, вот это гостеприимство, так, вот это радушие, то есть как вот мы дома общаемся и готовим, то есть близкие, когда друг другу или там друг друзей, она все равно никуда не уйдет. Сергей, а вот теперь самый, может быть, животрепещущий вопрос для меня. В последнее время я, кстати, начал готовить, я уже умею варить компот и... Ну, у меня, я сажусь. Кофе умеешь готовить? Кофе. На кофемашине. Как ты, нет. Нет, забросить таблетку и капсулу. Да, вот капсульная машина, да, Сергей мне подарил капсульную машину, я уже умею, да, и ну ладно. Про быстрорастворимый при Михаиле мы не говорим. Так вот, значит, и суп даже я сварил как-то раз, под руководством жены. А что? Сергей, так вот, мы все-таки будем иметь возможность, ребята среднего уровня, я понимаю, что это не принцы, не олигархи, обычные люди, у них в рационе останутся естественные продукты, или все-таки это будет синтетика и соя? Я думаю, что будет, в любом случае будет выбор. Вот как идет расслоение общества, да, там богатые и бедные, вот целевая аудитория, сегментация, то есть будет выбор. Как сейчас есть в Европе и в Америке магазины там здорового питания и магазины там масс-маркета, так называемые, также и здесь. То есть любой доцент все-таки хотя бы один раз в году, там на Новый год, на Кванзу может себе позволить ложечку меда, да? Ну да, и это хорошая мотивация, то есть человек видит, куда ему стремиться, что он хочет, эти картинки визуального образа, они будут, чтобы он мог поднять себя и двигаться и достичь этого. Я так понимаю, что пчеловоды, бортовики, они от дерева к дереву на собственных вертолетах будут летать. А вот пример в Грузии. Вот я был несколько раз в Грузии. Чабаны
ездят на ландкрузерах 200-х. Они гоняют тысячные отары овец на 200-х. По какой причине? Что они очень богатые люди, что шейхи там, с Саудовской Аравии, с Эмиратов, они подгоняют баржи и к мусульманским праздникам живым они весом берут, загоняют тысячи, потому что там истинные, чистые вот эти все да, пастбища. в горах там чистые и пастбища, все да. чабаны гоняют, если раньше они с собаками гоняли, сейчас они на джипах гоняют. В Москве 11 часов 30 минут на Эхе Новости. В Ульяновской области решили с сегодняшнего дня отменить занятия в общеобразовательных организациях и учреждениях.